Добрый день, в эфире очередной выпуск «Битого часа». Сегодня мы продолжим разговор о значении культуры, о месте интеллигенции в истории нашей страны, в сегодняшнем дне и, надеюсь, про будущее тоже поговорим. И гость у нас сегодня очень интересный, это известный абхазский писатель, директор государственного издательства Даур Начкебия. Добрый день, Даур. Добрый день. Я хотел бы начать вот с такого вопроса. Спросить у тебя, как у писателя, век просвещения заканчивается, или как ты вообще смотришь на сегодняшний день? Я не только про Абхазию имею в виду, вообще в мире. Я думаю, что век просвещения и таких и надежд на то, что можно образованием, учебой, культурой изменить вообще статус существования человечества, наверное, подходит к концу. При всем при том, после идей Великой Французской революции, они, конечно, сыграли свою роль, на определенном этапе они работали, но это не отменило ни Первой мировой войны, ни Освенцима, ни Холодной войны, ни Хиросиму и с Нагасаки. Не отменило это все. Значит, этот путь не очень. Или же вообще не должно быть таких идей, которые нацелены на то, чтобы изменить как-то природу человека, если она существует вообще, если эта природа существует, просветить его, сделать его добрее, снисходительнее, терпимее. Но это все кончилось, заканчивается эта эпоха. 20 век, в общем-то, весь 20 век был отказ. А 21 век начался тоже не очень хорошо. Так, отказ от принципов гуманизма. Да, мягко говоря, да. Ну, я почему об этом хотел спросить, потому что мы как бы маленькая модель, наша страна мира, и в том числе литературный процесс, культурные процессы. У нас был советский период, где был определенный статус и значение и у деятелей культуры, и вообще у культуры как таковой, как явление. А что сейчас происходит? У нас мы тоже включены, как ни странно, наверное, благодаря современным способам коммуникации, в первую очередь интернета и других средств. Мы тоже, во всяком случае, на виртуальном уровне включены в мировой процесс. И бесспорно, все, что происходит в мире, оказывает влияние на умы и настроение наших людей, которые интересуются всем этим. Это не может не отражаться в общем строе нашей жизни, это факт. Хотя мы признаны как государство небольшим числом стран, несмотря на то, что величайшая держава Россия нас признала, но остальной мир нас пока не признает, поэтому на таком уровне мы не включены в мир. Но виртуально как бы включены, и все, что в мире происходит, мы на это реагируем. Это приводит к изменению, может, малозаметному наших мыслей. Но мы как литературная держава, это громко будет сказать, как литературная страна, такой удел, мы были признаны еще в советское время. Да, в советское время, да, мы занимали свою нишу у нас были громкую, несоразмерную, может, даже территорию. Да, у нас, если так считать, то на процентном отношении у нас была очень сильная литература, просто замечательная. Я бы даже сказал, что вот сейчас в одном интервью меня спросили, какое состояние литературы. Я думаю, что если даже представить такую ситуацию, что мы перестали писать или перестали появляться новые абхазские творцы, у нас есть еще на 100 лет что читать. На 100 лет у нас есть
Пускай никто не думает, что это слишком громко звучит, у нас есть на 100 лет, что изучать, что читать, наша литература. То есть 20 век все-таки такой Да, 20 век был заложил такой большой да, пласт. это в культурном плане это был такой взрыв после Великой революции и включенности нас в общую жизнь великого государства. Ну, несмотря на репрессии, когда всю интеллигенцию практически Да, уничтожили. да, Одну войну, вторую войну. То до. есть Ну вот как бы дремавшие в народе творческие силы, они нашли выход, и это проявилось во всем, особенно в близкой мне сфере, в литературе, и были созданы замечательные произведения. Но вы сейчас тоже очень достаточно интенсивно издаете и мастеров прошлого, и новых авторов. Вообще, что происходит с литературным процессом в Абхазии? Ну, литературный процесс это для стороннего наблюдателя, может, он не такой активный, но для тех, кто включен в него, и кто интересуется нашей словесностью, я считаю, что идет нормальный процесс. Сейчас ожидать бурного притока талантов, это бывают эпохами, временами, это не обязательно, чтобы это, ну как в 60-е годы, как у нас было очень много поэтов и прозаиков. Вот тот творческий выход тогда был такой. Сейчас более спокойно, но тем не менее находятся люди, которые считают это главным делом своей жизни. И, как ни странно, когда у нас просто-напросто желание заработать и иметь деньги и так далее, как бы превалирует в нашем сознании в некотором роде. Но есть люди, которые хотят искусству посвятить себя. А как они выживают? Все-таки советская формация предполагала какие-то льготы, какие-то преференции деятелям культуры, писателям. И там тоже были свои нюансы и сложности. Ну, а как сегодня ему выжить? Ну, выживают, как все наши То есть так по остаточному называемые принципу простые, как-то? То есть... да, конечно. Государство, писатели получают какие-то социальные пособия, гонорары. Это редкость в постсоветском пространстве. Ну, некоторые, которые уже в возрасте получают пенсии. Ну, молодые, конечно, они должны на литературном труде они не проживешь. Не то, что в Абхазии. Большинство писателей в мире не могут прожить литературным трудом. И у нас находят... Это вопрос спорный. Если, скажем, создать идеальные условия для писателя, это не автоматически не означает, что он будет лучше писать или много писать. Если его ограничить в чем-то там в бытовом какой-то плане... минимум, наверное, должен быть. Да, там есть какие-то свои для каждого пишущего, для него свои ритмы, свои индивидуальные законы. И здесь зависит от того, как это, в какой гармонии это все будет, чтобы это плодотворно отразилось на его творчестве. Это у каждого пишущего, как у каждого человека своя судьба, и здесь рецептов, в общем-то, не существует. Но минимум каких-то требований писателя есть к обществу, например, к государству. Этот минимум худо-бедно нашим государством, нашим обществом. А зачем государству писатель? Я вот такой немного наивный, но и провокационный вопрос хочу задать. Ну, если государство иметь в виду государство как воля народа, воля общества, то государство это только инструмент проявления воли этого общества. Поэтому если мы государство не ставим во главу всего, а мы его ставим как проявление массовой воли общества, в котором есть творческое начало, желание самовыразиться, тяга к искусству, то литература, как одно из этих искусств, оно тем более связано с языком этого народа, то государству мы не можем ставить вопрос, для чего нужно это государству. Государству нужно для того, чтобы это все осуществлялось. В данном случае примат культуры над государством.
а не государство над всем этим. Поэтому государство понятое, по этому пути мы, к сожалению, пошли, понятое как самодавляющее, как высшая цель существования народа и так далее. Самоцель, скорее всего. Самоцель, да, это не совсем правильно, мне кажется. Вот я поэтому хотел поговорить о том, иногда мы декларируем о примате как раз культуры, образования, всего этого остального, но на деле не совсем так происходит. И государство, его главный продукт, если так вот утрировать, это достижения в культуре, в спорте, в экономике. Что у нас из этого есть? И вообще литература же, она не просто сама по себе нужна, она нужна для осмысления, наверное, вот этой воли, о которой ты говоришь, народа, и исторического его пути, настоящего, и какие-то ориентиры на будущее. Писатель в данном случае это, в первую очередь, орудие языка, его развития, его саморефлексии. То есть, и если сделаем еще один шаг, то это орудие массового сознания общества. Ну, говорим народа, этноса и так далее. Без этого смысл существования государства особого не имеет, потому что с таким же успехом абхазский народ может оставаться населением в другом государстве. То есть, если государство ведет к тому, что общество, скажем, абхазский этнос превращается в население, то смысла в этом государстве нет. Только один смысл – он обслуживает властные структуры, скажем, только лишь. Но мы сейчас ближе к этой модели, к сожалению, мне так да, кажется. это плохая тенденция. Превращение абхазского народа, абхазов в население – это самая большая угроза. В Абхазии поэт был больше, чем поэт, если перефразировать известную фразу. Это я к тому, что вот на протяжении 20 века, когда, собственно говоря, появилась современная культура, литература, представители интеллигенции очень часто выступали в исторической своей миссии, когда вот была какая-то развилка, какое-то распутье историческое. И какой-то период после войны это тоже продолжалось. Ну, еще, во-первых, были эти представители, эти писатели, наши мэтры. Сейчас их стало меньше, и вообще какие-то реверансы в сторону деятелей культуры, они когда-то были перед выборами, еще как-то их использовали. Потом это все как-то вообще на нет сошло. Номинально там есть и организации литературные, есть там у нас хор, капелла, есть там театры. Ну, опять же, там есть какие-то достижения, но в целом, если посмотреть, вот роль интеллигенции, роль деятелей культуры существенно снизилась. Или мне так кажется? Нет, я думаю, что так оно и есть. На мой взгляд, причина в чем? В 20 веке интеллигенция абхазская, как говорили тогда языком тех времен, передовая часть общества, авангард общества, они, конечно, рефлексия у них была развита по сравнению с общей массой нашего народа. А это означает, что они предвидели угрозы. Предупреждение угроз. Чем занималась абхазская интеллигенция? Она предвидением и предупреждением угроз, да. Не только сиюминутным состоянием, скажем, а тем, упреждая, что может из этого выйти в будущем. Но эту миссию народ в ответ тоже как бы перепоручил интеллигенции. Да. Вот если бы, скажем, в XIX веке, во времена махаджирства, у нас была бы, скажем, образованная часть, я думаю, что до этой трагедии, может, не дошло бы, во всяком случае, в таких масштабах. Но наша необразованность, отсутствие образованных людей в достаточном количестве привело к тому, что мы совершили историческую трагическую ошибку, которая до сих пор и еще долго будет влиять на нас и на все наше мировосприятие, и наше состояние и так далее. В 20 веке, благодаря Великой революции, появлению Абхазии как самостоятельной государственной единицы, и потом и просвещение, в советском смысле слова, образование, привело к тому, что появилась интеллигенция, которая, хотя была
в большинстве своем уничтожена в годы репрессий. Она опять возродилась после Великой Отечественной войны, после смерти Сталина и начала оттепели. И они выступали вот этим классом народа, озвучивали страхи и угрозы, которые будут Но возможны. не все, конечно, писатели. Какие-то Не все, писатели обслуживали Да, некоторые, да, конечно, да. Некоторые писатели проблемы были системы или там да, запросы конформистами, системы да, конформистами советской. были, да, они верили в эти партийные лозунги, коммунистические лозунги. Иногда они были лозунги неплохие, но их продвигали не очень хорошие люди, и не с хорошими целями, намерениями. Но когда закончилась война наша, и вот вожделенная как бы мечта, независимость, свое государство как бы осуществилась, казалось, что все, в 93-м году, после 93-го года нам казалось, что все, Цель достигнута. цель достигнута. И интеллигенция как бы поуспокоилась, можно сказать. Припоручила своей задачи нашим властям. Потому что во власти были уже наши. Не так, как... То есть угрозы как бы не было, и Да, можно да. было расслабиться. Раз во власти находятся наши, это плод от плоти нашего народа, нашей ментальности, то значит эти люди автоматически, власть автоматически будет нацелена только на решение и именно задач народных. Ну, там еще добавилась блокада, тяжелая экономическая ситуация, вместе, да, всё, механизмы, да. Вот, которые в советское время порождали новые ряды интеллигентов, они все-таки поиссякли. А потом мы приняли Конституцию Новой Абхазии. Конституция была лекала европейских, западных, российских. То есть мы пошли по проторенному пути, как проходили многие страны постколониального времени. И оказалось, что эта Конституция, эти законы, в общем-то, 30 лет мы убеждаемся в том, что они не столь эффективно работают, как должны. Да. Потом сдвиг прошел в наше сознании. Скажем, если 25-30 лет назад общество просило того или иного, как оно считало, достойного человека баллотироваться в депутаты, в парламент, то сегодня мы наблюдаем совсем противоположную картину. Теперь уже сами навязывают себя, ходят и говорят: выберите меня, я вам то сделаю, то сделаю. Кстати, интересно, вот я об этом тоже как-то и говорили, и думали о том, что, рассуждают, что мало женщин, а то и вообще были созывы парламента, где не было женщин. Национальные меньшинства были представлены плохо. Но никто, кстати говоря, не говорил о том, что интеллигенция тоже почти перестала быть представлена в парламенте. Почти не представлена. Конституция, выборная избирательная система, которую мы навязали нашему обществу, потом начало внутренней политической борьбы за ресурсы, в общем-то. Да. Мы повторили традиционный путь постколониальных стран. Яркий пример – это Африка. Там до сих пор не утихают перевороты, междоусобные войны, диктатуры и так далее, и так далее. Мы это все повторяем. И в этом плане наша Апсора, наша исконная Апсора оказалась защитный механизм, который был. Он оказался беззащитным. Да, он оказался самым беззащитным. Он пошел в противоречие с Конституцией, грубо говоря, с законами, которые мы приняли, экономической формацией со всеми. И тут Абхаз оказался разрываем между традиционным укладом Апсора и новыми веяниями.
Теперь-то уже новые абхазы, если так выразиться, они, конечно, неразрываемы, они точно знают, чего хотят и куда они идут. И поэтому у нас... А знают ли, куда они идут? Вот мне, кстати, интересно. Для себя лично не знают. Не, я имею в виду, они категориями нации, Не, там не, государства не мыслят. Тут я имею в виду, вот мы говорили о парламенте, скажем так, Да. я имею в виду новая поросль, которым сейчас 25-30 лет, которые хотят должности, депутатства и так далее, и так далее. У меня такое впечатление, что большинство из них озабочены только своими личными проблемами, а проблемами более широкого формата нет. И вот твое замечание, что, вот, скажем, в парламенте, например, не представлена интеллигенция, ни писатель, ни... Это тоже Показатель. показатель, да. Это тоже серьезный показатель. Потом возраст. Как ни крути, я считаю, что депутатам парламента, несмотря... Вот мы опять-таки, какой казус выходит. Мы приняли Конституцию, и как во всех странах как бы западного да, что там избирательное право он имеет там 18 лет, да, значит, если он имеет право выбирать, значит, он имеет право быть самому тоже избранным. Ну, там есть чуть-чуть, там возрастные цензы есть какие-то, но небольшие. Да, но у нас, ну, вот с нашей ментальностью, с нашим историческим опытом, с нашим образом жизни до этого, до этих дней, скажем, мы назвали парламент Виларейзера народное собрание, то есть там представители народа. Но когда такое бывало, что у абхазов, скажем, представителем какого-то нескольких сел, скажем, части абхазского народа, общества, мог быть молодой человек, 25 лет или 30 лет, не женатый. Как он может быть представителем? Ничего особого в жизни не добившись. Да, никаких успехов в жизни особых не имеющий. Как он... Главное, у абхазов же было, что человек не женатый, не семейный, он не допускался на собрание, сколько бы ему лет было, пускай ему будет 100 лет, но он не имел права голоса. Это мера ответственности, конечно, Да, мера ответственности. определялась через это. Да. Мы же в Европе наблюдаем, что все лидеры без детей, этим бездетные. Этим лидерам очень легко давать указания, воевать, там, погибать и так далее, потому что они не боятся за свое будущее, у них нет детей. В абхазском обществе это было тоже табу. Если он не семейный, если он бездетный, то на собрании, пускай он будет 7 пядей во лбу, но он не имел права голоса, потому что мера ответственности, мера понимания, из чего складывается вообще жизнь и так далее. А мы что делаем? Я считаю, что это большая ошибка, и надо, парламент могут, мне кажется, идти только так же, как и в другие ответственные должности, министры и так далее, и так далее. Мы должны там сделать, пускай кто-то там будет орать, кричать, что это дискриминация, но это не дискриминация, это то, что пойдет во благо нам всем. И возрастной ценз. Обязательно смотреть надо на семейное положение. Ну и знание языка. Это, разумеется, мы живем в абхазском государстве, и депутат парламента, если он абхаз, тем более он должен, наверное, знать язык. Это же аксиома. Но мы мало сделали для того, чтобы язык можно было изучить даже не гражданам Абхазии или тем гражданам Состояние Абхазии. языка лет 10 назад и сейчас хуже. Лет 10 назад было лучшее состояние языка. Сейчас хуже. Ну, некоторые школы не могут набрать абхазский сектор. Сейчас хуже. Это показатель. Значит, это тенденция такая есть. Мы должны с этой тенденцией бороться и найти возможность как-то его ослабить, остановить и так далее. И так далее. Даур, ты говоришь вот о выборной системе, ты как-то коснулся. Мы вот эту тему тоже в нескольких, почти в каждой передаче
вспоминаем. Но тут есть такая проблема. Те власти, которые сегодня, и которые имеют инициативу такой законодательной, собственно говоря, они не заинтересованы менять систему, которая их породила. И вот этот замкнутый круг. Его можно, наверное, как-то разорвать. И я думаю, можно разорвать очень важно, когда будет вот именно... У нас проблема с элитами политическими, прежде всего, национальными элитами, потому что они сейчас в другой парадигме, собраны по другой парадигме и в другом направлении совершенно идут. И они не будут это менять, потому что вот если менять то, как ты говоришь, там даже смешанную систему сделать выборов в парламент, где каждая партия будет заинтересована иметь у себя авторитетных людей со всеми признаками, которые ты перечислил, разных национальных общин. Там будет интеллигент обязательно в первой десятке, потому что иначе их не могут не выбрать. Представитель молодежи может быть. То есть там будет все представлен весь спектр. И тогда оно будет народным собранием. Сейчас они, пользуясь тем, какая есть система выборов, там отрицательный отбор. К сожалению, я очень многих уважаю депутатов. И Нет, это бесспорно. Я тоже многих депутатов уважаю. Да. Сейчас и раньше много достойных людей. Но в целом парламент назвать народным собранием, мне кажется, не совсем правильно. Потому что наш парламент не является в полном смысле этого слова. В полном смысле этого слова народным собранием. То есть собранием представителей народа. Но это же нонсенс, когда, скажем, 5-6 абхазских сел, чискон абхазских сел, выбирают депутата, который не смог 2 слова по-абхазски сказать им. И он становится депутатом. Каким образом он является представителем этих сел? Ну, есть вопрос с электоратом тоже, который его, конечно... Да, мы к этому возвращаемся. Его запросы тоже очень сильно изменились. Корень зла в чем? То, что мы после войны, и Конституция, и закон, и избирательная система, все это привело к такому искажению, в общем-то. Значит, не совсем правильно было начато это все. Не совсем правильно. Потом наше общество стало раздираемо политическими борьбой. Внутренняя борьба у нас началась. Появились партии. И безопаснее для нашего государства, для нашего общества, если революция начнется сверху, а не снизу. Ну, реформы начнутся. Да, а сверху, чтобы началось, сверху должны начаться реформы. Революция снизу – это... У нас их было уже несколько, оно не привело. Оно не привело. Кроме качественному изменению не привело. Значит, созрела идея, что революция должна начаться сверху. То есть государственные мужи, если они волю так должны проявить политическую, должны проявить политическую волю и начать заняться... Какая у них мотивация проявлять эту волю? Вот в таком направлении, о котором ты говоришь. Мотивация... Они зовут интеллигентов, они зовут деятелей культуры, таких, как говорили, мы даже шутили вчера с тобой, инженеры человеческих душ называли, писатели. Сейчас же у них нет потребности в этом. Ну, должна появиться, с кем-то совещаться. Если эти люди думают о будущем Абхазии, абхазского этноса, абхазского народа, если они хотят, чтобы мы сохранились в этом мире, то сверхзадача вообще должна быть такая. Вообще в нашем случае у власти только одна сверхзадача – это сохранение Абхазии, абхазской культуры, абхазского этноса в этом довольно сложном мире, откуда появляются угрозы. Но если мы, скажем, в страхе перед тем, что происходит в мире, будем поддаваться апокалиптическим настроениям, панике, то, конечно, у нас ничего не получится. Если мы скажем, что вот сейчас вот все рушится, весь мир рушится, все рушится, и мы тоже вряд ли устоим, и давайте просто сиюминутные какие-то, чисто меркантильные какие-то вещи будем сегодня решать, а заглядывать на завтра, на будущее не будем, то само собой, что у нас ничего хорошего. Ну, вот показательный пример, там периодически возникает вопрос там, о продаже земли, вот сейчас возникает вопрос об апартаментах, так называемых, но мы всегда как-то рефлексируем на то, что уже, собственно говоря, де-факто происходит. Эти апартаменты строят, земля
де-факто продается и де-юре как-то оформляется. Мы же катимся куда-то не туда. Для этого нужно очень хорошо, очень много думать. И должны думать И не считать, только и люди, цифры которые видеть. принимают решения, должны думать все. И для этого, чтобы все думали, и то, что они придумали, скажем, имело какое-то влияние на ход событий, для этого надо делать, чтобы это было услышано. И наверху должны услышать, и внизу должны услышать. Мы должны попробовать хотя бы не проталкивать свои интересы, а искать общую правду. Личные ты имеешь в виду? Да, личные интересы, да, собственные интересы. Не партийные, не личные, Не фамильные, не не фамильные, клановые, не да. клановые, а попытаться найти общую правду. Вот только так. А тут у нас, к сожалению, так идет, что власть, оппозиция, там еще другая структура, и нету диалога между ними. Ну, я особой разницы, честно говоря, такой ценностной и взглядов стратегических между ними тоже не всегда могу различить. Я не знаю, Да, как очень вы. трудно различить иногда. Идейных различий, в общем-то, нет, мне кажется, такое. Вот ты пишешь и на абхазском, и на русском языке прекрасно. Вот твой этот роман «Берег ночи», он переведен на другие тоже языки. Вот это насколько важно, чтобы мы были в общемировой контекст все-таки вписаны тоже? Я думаю, что у нас Как удержать хотя бы те позиции, даже литературные, которые у нас все-таки сложились в 20 веке? для этого надо, чтобы нас переводили, нас издавали. Абхазская литература должна стать известной. Абхазские писатели должны стать известными и в Европе, и на юге, на севере, на востоке. А Для потенциал есть такой? Ну, Я имею в виду творческий потенциал. разумеется, у нас есть, то, что говорил, из того, что сделано, есть много чего хорошего, которое надо, чтобы оно было переведено и распространено. Для этого должна отдельная какая-то структура заниматься этим, пропагандой абхазской литературы, абхазской культуры. Но для этого, вот сейчас вот много книг выходят, но в мире какая ситуация, скажем, литературная? Ну, чтиво, так называемое, оно пользуется популярностью, издается огромными тиражами, авторы чтива. Ну, финансово оправдывается, как Да, минимум. да, да. Да. А вот серьезные, скажем так, писатели, то есть, которые пишут высокую литературу, они, конечно, не имеют такой аудитории и так не раскупаются, это естественно, потому что высокая литература, как и высокая живопись, это Сложная вещь, сложная для вещь. восприятия, для понимания. Да, да, да. Там для ограниченного круга людей. Тут нет никакого высокомерия, просто человек должен был подготовлен, чтобы это понимать, воспринимать и оценить это. Вот в ходе, скажем, сейчас очень много книг, и в большинстве книг больших, лучших европейских писателей прошлого и настоящего, там такая преамбула, можно сказать, издана при поддержке какого-то фонда, при поддержке там Министерства культуры, при поддержке отдела культуры при посольстве. Это Европа, как высокоразвитая культура, занимается продвижением Протекционизмом таким. да, своих писателей, своей литературы в России. Но они занимаются этим не только в России, а во всех других странах. Значит, без государственной поддержки это осуществить невозможно. Государство должно, считая это важным делом, должно это продвигать. Мы должны быть известны в мире не только как политическая единица там, и так далее, признанная частью мирового сообщества, но чтобы у нас были сторонники среди интеллектуальных элит в мире, и на Востоке, и на Западе, и на Севере, и на Юге, они должны увидеть наш интеллектуальный продукт. Должны увидеть это и оценить его. Но мы для этого почти ничего не делаем, и в этом плане у нас нет никаких, в общем-то,
подвижек, к сожалению. Вот у нас тоже с тобой, не раз мы с тобой говорили о том, что у нас начинаются такие процессы кинематографические, там вот сериал сейчас ребята сняли, короткометражки периодически снимаются. И я всегда говорю, это яркий пример такой есть, что киношные страны, которые, вернее, в мире кино вот давно уже зафиксировались, они всегда в тех странах, где хорошая литература, потому что это все-таки базисная вещь и для кино, или, там, не знаю, для балета, для театра, там, для всех смежных остальных видов искусств. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы литература у нас была все-таки на достойном уровне, которым она была даже вроде бы в советские времена, которые не особо были заточены для того, чтобы там процветать. По-моему, у Искандера есть такая фраза, я сейчас своими словами скажу: малые народы в Советском Союзе, да, они сидели в яме в каком-то смысле, но эта яма была на краю обрыва. То есть в больших других странах, где унификация происходила, конечно, маленькие нации не выживали. Ну, да. Может быть, в Европе какие-то там Люксембург, такие маленькие страны есть, а больше везде идет унификация. Да, сейчас советская система рухнула, и заниматься сохранением языка, ну, может, кто-то и номинально будет, но там малых народов и, соответственно, их культуры мало кто будет. А уж в таком статусе, как мы, где мы претендуем на самодостаточность такую государственную, да, это втройне, наверное, важно. И как достучаться до небес, как говорится, как достучаться до тех, кто так высоко сидит и не понимает, что корабль, может быть, не туда идет. И, может, есть смысл посоветоваться с деятелями культуры, не знаю, со старейшинами, еще с кем-то. Многие во власти понимают это. Сейчас это не реверанс ни в коем случае. Не, я тоже так думаю, я тоже так считаю. Мы должны это... Сейчас стало, скажем, похвалить кого-то во власти становится дурным тоном. Ну почему это, если он заслуживает этого? Если мы видим, что он на самом деле работает на благо страны, что... Мы часто руководствуемся там слухами, сплетнями, просто злой какой-то иронией и так далее. Нет. В нашем обществе у тебя есть очень много знакомых во власти и друзей наверняка. У меня тоже есть много знакомых. У кого из абхазов нет, скажем, во власти знакомых, друзей и так далее. Правда? Под одну гребенку всех встреч. Нет, диалог нужен, я понимаю. Да, диалог нужен. Но нет медиаторов, понимаешь? Да. Вот эти старые формы медиации, когда вот там могли старейшины посадить даже вот разные стороны, в данной ситуации конфликтность какая-то есть все-таки в позициях. И вот нет этого, да, этой третьей стороны, которая может усадить. Это в некотором роде наша национальная черта. Есть такое упорство и упрямство в отстаивании своей... Даже неправильной позиции. Даже неправильной позиции, к сожалению. Мы же сталкиваемся с этим, скажем, вот фамильные какие-то сходы, фамильные дела, скажем. Если он не очень хорошо себя ведет, то мы все равно из духа... Раньше его изгоняли из фамилии, а сейчас защищают всех сейчас фамилий. Начинаем защищать, да, из какого-то духа, как его, цехового, не знаю, что ли. Корпоративности, из духа корпоративности мы начинаем защищать. И в политической жизни мы это тоже наблюдаем, к большому сожалению. Это же была защитная реакция, потому что когда ты не когда ты изгонял такого плохого, ты, собственно говоря, думал о гигиене такой моральной в своем вот в этом клане как раз. Думал о будущем. Да. А сейчас, когда его защищают, то есть ты берешь его бациллы на себя, да, которые будут еще лучше там размножаться. Тогда думали о будущем. Думали о том, что вот этот род, скажем, эта фамилия, как будет выглядеть завтра, как подрастающие поколения будут смотреться, каким они будут пользоваться статусом в этом обществе, уважением и так далее. Думали о будущем. Это была, конечно, гигиена. Но сегодня мы, к сожалению, ведем себя по-другому. Вот дух партийности в самом плохом смысле слова овладел нами. Дух партийности. И 30 лет, в общем-то, вот это все идет нарастая. И это привело к разделению общества, к атомизации нашего общества. И стало как бы хорошим тоном любой ценой отстаивать свою точку зрения, если даже ты знаешь, что ты не совсем прав. И много лжи стало в нашем поведении.
и не говоря уже о лицемерии, это все отражается в нашей жизни. Но, опять-таки, я повторяю, в нашем обществе, где поведение власти имеет фатальное значение для всего общества, оно же у нас компактное. Силы малости, да. Да, свою малости, да, если, грубо говоря, если, ну, упрощая, скажем так, если власть будет хорошая, и народ будет хороший, власть будет плохая, народ будет плохой. Поэтому власть у нас должна стать нравственным авторитетом. Эта власть в самом лучшем смысле слова, в божественном смысле слова власть дана, чтобы она была нравственным ориентиром для общества. Вот когда власть возьмет курс на вот такое поведение, тогда у нас гораздо лучше будут обстоять дела. Вот это очень сложно, конечно, сделать, но надо как-то начинать. И я думаю, что еще не поздно. Мы очень мобильное общество в нравственном плане, мы очень быстро можем. Адаптивные, да. Адаптивные, да, способности у нас высокие, и очень быстро, хороший пример очень нас быстро вдохновляет и настраивает нас. Так же заразителен, как и плохой. И плохой пример тоже так же заразителен, да. Поэтому эта цепная реакция у нас быстрее протекает, чем в ядерном реакторе. И это можно сделать, это никогда не поздно. Это всегда спасало абхазов на историческом. В темноте светлячки ярче светят. И такими светлячками когда-то были старейшины, потом были деятели культуры, писатели. И очень важно, чтобы вот эти ориентиры сейчас тоже были одними из таких. Я вполне не без такой комплементарности могу сказать, что и ты являешься. И поэтому очень важно, конечно, писать, несмотря ни на что, и издавать. Ты очень много абсолютно издаешь, конечно. Я знаю, очень много помогаешь и молодым писателям. Максима такая должна быть нравственная, наверное, моральная. Ради чего живем, собственно говоря? Да, ради чего, да. Мы должны до последнего делать то, что мы считаем должным. И абсолютно не факт, что завтра конец света. Абсолютно не факт. Но и поддаваться этим настроениям тоже нельзя ни в коем случае. Надо думать о том, как в этом очень быстро меняющемся мире, как нам самосохраниться и оставаться целостными, уверенными в себе. И то государство, которое мы имеем и строим и так далее, что оно всего лишь орудие для нашего... Для сохранения, собственно говоря, нации, культуры. Да. У нас одна цель. Я так в шутку говорю, ты знаешь, наверное, об этом не рассказывал. У нас цель одна. Это черный абхазский юмор. Продержаться до конца света. Ну а конец света в ближайшей перспективе, на мой взгляд, не предвидится, то у нас долгое будущее. Еще вот один такой вопрос под конец нашей передачи. А какой сейчас, я его уже задавал другим гостям тоже, какой сегодняшний герой нашего времени? От абхазского. Абхазский герой. Он может быть таким, кажется, он безбашенным, таким может казаться и так далее. Но он может позволять себе какие-то вольности в нравственном плане, в поведении. Ну, как элемент свободы. Как элемент свободы, да. Вот органическая неспособность абхазов подчиняться в нем очень ярко проявляется. Но когда мы осознаем, что есть вещи, которым надо добровольно подчиниться для общего блага, тогда у нас некоторые вещи войдут в свою колею. Но вот современный герой, он при всем при том, в нем я вижу очень цельное зерно. Он не на словах, а на деле любит свою родину, свой народ. Несмотря вот на какое-то легкомыслие, которое как бы он внешне может проявлять, он очень глубоко чувствует все это. И не дай Бог, если опять страна будет в какой-то опасности, он
опять, не раздумывая, он готов На самопожертвование. на самопожертвование, да. Я считаю, что такой герой нужен нам, нужен, он есть, но он должен быть... Я даже скажу такую фразу: любой человек, который идет во власть у нас в Абхазии, начиная от президента и заканчивая рядовым, как говорится, министром, они должны идти на это как на служение. Даже, как бы это пафосно ни звучало, готовы должны быть к самопожертвованию. Отказу от чего-то Отказу от чего-то ради... во имя чего. Во имя чего-то, да. Вот готовность к самопожертвованию, которую проявил наш лидер Владислав Арзанов во время войны, и народ, который наш проявил готовность к самопожертвованию, вот это пока актуально для нас. Во власть надо идти не только, чтобы выполнять функции, полномочия представителя власти, администратора там, и так далее, управленца, но и человека, готового на жертву ради страны, ради общего дела, да. И тогда мы... Тем более у нас пример такой есть, недавней истории, когда вот это единство власти и народа, оно проявило себя в самый сложный момент и позволило выжить, собственно говоря. И этот дух сохраняется. И кто бы ни сказал, что реакции, скажем, на какие-то решения властей, они иногда чрезмерные, иногда неоправданные, иногда конъюнктурные и так далее, но это хороший показатель того, что народ существует, и что у него есть понятие о правде, о правильности и так далее, о справедливости. Это очень сильно обнадеживает. Ну, на этой веселой ноте, как я люблю говорить, наверное, мы подведем итог. Спасибо тебе большое за этот интересный, глубокий разговор. Я надеюсь, мы еще как-то встретимся в этой студии. Мы так вне нее встречаемся периодически, и всегда очень интересно с тобой общаться. Мы ждем твоих книг. Спасибо за удачи. Да, спасибо. Всем нам. Спасибо. Спасибо еще раз. Смотрите «Битый час».